У нас пожаловались пациенты некоторые, которые лежали здесь, что не очень хорошие условия. Мне, например, очень понравилось. Говорят, персонал хороший, питание хорошее, а вот материальная база не нормальная, очень хорошо. Я первый раз в таких условиях я еще не была. Подлечиться в госпитале Александра Алексеевна приехала 8 дней назад. Условиями более чем довольна. В палате тепло и чисто, персонал доброжелательный, ну а лечение, по словам женщины, на высоте. Кроме обычных процедур, регулярное обследование, каких в родном Книжпогосте не пройдешь. Кстати, лежит пациентка в палате номер 5, той самой, где недавно наблюдалась Маргарита Колпащикова. Впрочем, общественница условиями 5-й палаты осталась довольна не совсем. Потрясло, что учреждение, в котором проходят лечение в основном ветераны войны и труда и участники боевых действий, находится в таком неприглядном состоянии. Кровати с сеткой, как гамак. Сел ли, лег ли. Встать невозможно без посторонней помощи. Чтобы не провалиться, на кровати кладут доски. Категоричный пост сразу обратил на себя внимание министерства. В ходе проверки Дмитрий Березин выяснил, проблемы с материально-технической базой в госпитале есть. Впрочем, подмечает министр, незначительные. Обнаружить их можно в любом медучреждении, да и на качество лечения они никак не влияют. Претензии главным образом к деталям интерьера. Кровати, тумбы и лампы слегка износились. Однако работает все исправно. Кстати, та самая доска под матрасом, о котором в посте упомянула Колпащикова, элемент необходимый, особенно для больных с нарушением опорно-двигательного аппарата. Что касается высоко висящих ламп, о которых также упомянула общественница, сделать с ними, увы, ничего нельзя. Расположены согласно проектной документации. У нас по снимкам, вот как по проекту, оно так и есть. Единственное, что если какие-то... У нас для маломобильных же изначально не было предусмотрено вот это все. Если пациент не в состоянии включить свет самостоятельно, он всегда может позвать на помощь медсестру. Кнопки вызова специалиста есть на каждой прикроватной тумбе, но не в санузле. И именно поэтому в уборной отсутствуют замки. Как вам лично? Вы первый раз, не первый? Нет, я второй раз. Второй раз. А какие у вас есть, может, не претензии, может, пожелания или жалобы? Больших претензий нет, конечно. Вот. А какие маленькие есть? Маленькие туалеты надо устроить. А что в туалетах? Ну что, двери не закрываются, вот. И сиденья не держатся. И все же к важности держать двери открытыми пациенты относятся с пониманием. Считает, к этому просто нужно привыкнуть. Но чтобы избежать возможного конфуза, от Дмитрия Березина совет – обеспечить двери уборной табличками «Занято». Кстати, пожеланиями самих пациентов медперсонал госпиталя интересуется ежедневно. Вообще всегда, конечно, с благодарностью пациенты относятся к тому, что мы их обследуем, лечим в условиях госпиталя. Чаще приходят, конечно, и высказывают какие-то пожелания, недовольство, и стараемся решать оперативно. Всего в госпитале 90 койко-мест. Здесь проходит лечение ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, участники боевых действий, узники концлагерей и члены их семей. К содержанию медучреждения всегда повышенное внимание. Регулярный косметический ремонт, замена медицинского оборудования и совершенствование хосписа. Так в госпитале разработана даже особая система питания, индивидуальный подбор для каждого больного. В зависимости от особенностей здоровья или заболевания пациенту составляется 5-разовое или 6-разовое питание с точным подсчетом калорий, белков, жиров и углеводов. Учреждение не имеет предписаний надзорных органов, то есть ни Росздравнадзора, ни Роспотребнадзора, ни Пожнадзора. В целом мы обновляем материально-техническую базу, в частности, приобрели недавно УЗИ-аппарат, аппарат для измерения ЭКГ. Но мы всегда реагируем на все сигналы, которые идут у нас от пациентов, от общественников. Соответственно, руководители, как правило, учреждений знают эти проблемы, но порой бывает нужно какой-то дополнительный сигнал для того, чтобы начать более активно действовать. Так, недавно дополнительный сигнал поступил от самих сотрудников госпиталя. В начале года сделали запрос на замену кроватей для пациентов. Заявку сверху одобрили. Поступление 90 новых функциональных кроватей ожидается в первом полугодии 2020-го. Однако неплохо было бы получить их уже к 9 мая, признаются сотрудники, чтобы те, кто отметит Великую Победу в стенах госпиталя, сделали это максимально комфортно. Евгения Кладкевич, Олег Жиковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.